все, еду. Выехал из Сиануквиля. Отдыхал 3 дня. Я решил ничего не снимать. Да ничего интересного, собственно-то, и не было. Сидел, отдыхал, лежал. Я вот что понял, что что-то мне сейчас отдых идет на вред. Города у меня забирают силу. Я, в принципе, так отдыхать-то и не хотел. Я недавно только выехал из Паттайи. Вот. Теперь я буду отдыхать только тогда, когда захочу и посчитаю нужным. Не тогда, когда у меня будет город на пути. В городах нечего делать. Тем более здесь, в Камбодже, в Сиануквиле. Толпы туристов. Кхмеры, которые с туристов, соответственно, хотят высосать бабки. То есть неинтересно эти курортные места. Сейчас еду к вьетнамской границе. Завтра или послезавтра. Наверное, послезавтра буду уже там. Я выбрал короткий путь. На Пномпень не поеду. Ну вот здесь территория храма при школе. Капец, здесь офигевшие детки. Пока я стоял, снимал, они подошли, короче, такие смотрят. В сумку залезли, смотрят, что там. Первый раз такое вижу, честно. Все-таки в Камбодже чувствуется уровень бездуховности, бескультурности людей. Ну, конечно, понимаю, это дети, но они же от взрослых учатся. Да, все-таки последствия геноцида 70-х, 80-х годов, этих красных меров ощущается, когда был вырезана основная образованная часть населения, интеллигенция, так скажем. И вот остались вот такие вот детишки, что-то орут, не поймешь, как обезьянки, короче. Это очень плохо, я такого пока нигде не видел. Взял на рынке фруктов, вот этот глаз драконий взял. Вот здесь он фиолетовый. Классная вещь. Но с мусором здесь проблема у них в Камбодже. Ну как везде, в принципе.
Вот впереди горы Компот. Очень интересная форма гор. Оно как плато, как крепость такая стоит в окружности. Круглая. Если посмотреть на карте. И отсюда видится ее величие. Мощь. Довольно много здесь мечетей. Уже еду сколько? Штук 5 на пути, наверное, попалось. Ну вот и море. Hello. Hello, hello. Батьки срач, hello. Что там, закрыто все, что ли? Что там, все? К этому не выехать? Как какой-то гетто здесь у них, я не знаю. Халло. Короче, к морю здесь не выйдешь, оно все за колючей проволокой для них. Офигеть, блин. Как они здесь живут, я не знаю. Они, наверное, платят за то, чтобы подойти к морю. Потому что таких свиней нельзя пускать в море. Алло! Опа!
Ну, дикари, видно, диковатые чуть-чуть. Детей не воспитывают, потому что сами как обезьянки. Наконец-то нашел место. Еле-еле. В какой-то в огражденной зоне. В общем, от местных здесь все ограждают, походу. Вода здесь грязневатенькая, конечно. Не баунти совсем. Все, доброе утро. Проснулся, сегодня долго спал. Вчера поздно заснул, пока читал книгу. Сейчас соберусь и еду дальше. Надо покушать, хочу кушать. Ветер сегодня хорошенький и вроде как почти попутный. Боковой такой будет. Сегодня оказалось сильный встречный ветер. Тяжело, малёх, ехать, но ничего. Продвигаюсь на восток. Все, с трассы я поворачиваю на Кер-Бич. У меня сил нет, голоса вообще нет.
Надо на вечерок покушать, куда-нибудь заехать. Сейчас вот смотрю. Ну вот и пляж, Кеп-Бич. Вот малышки ходят. Эй! Ну здесь палатку не варик ставит. Туристов как этих опять. Здесь нефиг делать, короче, надо ехать дальше. Все, заехал покушать на вечерок. Поем и буду искать место под ночлег. Что-то ветер меня сегодня поизмотал вообще. Проехал вроде мало. Сил вообще нет. Даже говорить нет сил. На море сегодня, короче, не получится переночевать. Далеко я от него уехал. А здесь смотрю, тут никак, короче, к нему не подобраться. Всякие поля. Далеко уже до него, километра 3, наверное. Тыкаться в каждый поворот ни смысла не имеет. Ну все, еду на ночевку. Дождик накрапывает. Может, затяжной дождь будет сегодня ночью, не знаю. Все, спокойной ночи. Пора спать, отдыхать.